Тем временем в Лилекском районе Баткенской области полным ходом идут работы по ликвидации последствий селя, который сошел неделю назад. Стихия разрушила 20 домов, затопленными оказались порядка 100 придомовых участков и огородов. Если бы не новая дамба, которая взяла на себя основной удар и сдержала натиск селевого потока, последствия могли быть гораздо серьезнее. Мои коллеги с подробностями. Еще пару недель, и тут снова будет дамба. Старую разрушил сель. 60 метров дамбы смыла река Исфана-Асай. По старому проекту дамба должна была строиться из камней, но мы попросили добавить средств и сделать из цемента. И вот только благодаря тому, что дамба была из цемента, из 700 метров разрушена только 60 метров. Мы из своих средств отремонтируем 60 метров. Новая дамба в селе Карабулак появилась 2 года назад. До ее возведения местные жители постоянно страдали от разлива реки по весне. Раньше, когда дамба была старой, сель постоянно затапливал наши огороды, дворы, но вот уже как 2 года этой проблемы нет. Если бы сейчас была та же старая дамба, то сейчас затопило бы все село, включая школы и детские сады. Слава Богу, что дамба была построена, а то этот сель принес бы большие потери. Вместе с ремонтом дамбы также будет укрепляться и берега. Для этого МЧС выделяет 100 габионовых сеток, а также отправляет специальную технику. Об этом сообщил министр ЧС Замирбек Аскаров на встрече с жителями Лилекского района. В ходе рабочей поездки министр также ознакомился с поврежденными из-за селя домами города Исфаны. Он пообещал жителям построить пешеходный мост в селе Бешбала, который сегодня сельчанам необходим. Всем специалистам даны задания по восстановлению объектов. Огорчает, что ни один из жителей не застраховал свой дом. Поэтому прошу граждан застраховать свои дома. Ведь это будет лучше для вас самим же. Сейчас на месте работают наши сотрудники. Будут укрепляться берега. Всей необходимой техникой обеспечены. Ущерб от селевого потока, который сошел в Лилекском районе Баткенской области, составил 55 миллионов 276 тысяч сомов. Сель затопил более 20 домов, жить в них уже невозможно. Также пострадали 100 придворовых хозяйств, затоплены огороды. Гульжан Нурматкова, Нурбол Талантбек улы, ЛТР, Баткенская область.